Уже в 10-й раз по счету в нашей республике прошел фестиваль культуры и спорта «Ингушские игры». Лучшие команды из городов и районов республики в самых разных номинациях выявляли лучшего. Победители получали право выступить на фестивале культуры и спорта народов Кавказа. По традиции «Ингушские игры» начались с государственных гимнов России и Республики Ингушетия. Малгобек, Назрань, Сунжа, Магас, а также команды из всех 4 районов Ингушетии. Все они приехали на Ингушские игры, чтобы доказать свой высокий уровень мастерства. К собравшимся обратился министр по физической культуре и спорту Ингушетии Дауд Алхазуров. В этом году мы проводим уже 10-й юбилейный фестиваль. Здесь представлены все города и районы нашей республики. Это является отборочным мероприятием, которое призеры и победители сегодняшнего нашего мероприятия будут представлять нашу республику на фестивале культуры и спорта народов Кавказа в городе Грозном в сентябре месяце. Хочу пожелать всем участникам честной, бескомпромиссной борьбы, а нам, зрителям, приятного просмотра. Баркут дал борца Булвы. Основатель Ингушских игр, их автор и идейный вдохновитель, наш прославленный чемпион, победитель Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Исраил Арсамаков. Мы можем быть разными, но всех нас объединяет любовь к родному краю, как отметил Исраил Магомедгиреевич. Но я бы хотел сказать вот тем людям, с которыми мы начинали все это движение. Ингушские игры, Алай Лоузеры, начинались от, как говорится, от сердца, от нашего вот энтузиазма. И настал момент, когда кто-то начал покушаться на ту искренность, с которой мы начинали эту дорогу. На сегодняшний день немножко в сторону ушло вот эта вот и идея, и все ушло в сторону. Я думаю, что все-таки мы когда-нибудь вернемся к Ингушским играм, а не к фестивалю культуры и спорта. Поэтому я вам благодарен за то, что вы участвуете в этом мероприятии. Желаю вам успехов и чтобы у вас все было хорошо. Давай эту баху. На стадионе школы-лицея в Назрани ни 1 метр пространства в этот день не пустовал. Мини-футбол, борьба на поясах, армрестлинг, стрельба из лука, бросание камня, поднятие тяжестей, перенос тяжестей, лазание по канату. Всего 12 дисциплин, в каждой из которых представлены лучшие спортсмены. Одними из первых начали соревнования по армспорту. Судья внес в протокол всех спортсменов, еще один рефери следил за тем, чтобы спортсмены соревновались в рамках правил. Ребята каждым годом все больше и больше проходят вид спорта. И растут, каждым годом растут ребята. И хотел бы добавить, да, вот, большая радость, да, что так ребята, столько ребят проходят именно вот наш вид спорта, да, вот. И на Кавказских играх, да, вот, и каждым разом больше соперников у меня появляются, да, вот у нас дома. Тут у меня есть ребята, которые выступали на чемпионат мира, чемпионат России, чемпионат Европы, призеры есть. И даже вот с такими титулованными ребятами, да, уже конкуренция есть. Это большая радость для меня. Вот,
Чуть дальше проходили соревнования по поднятию тяжестей. Не каждый человек сможет осилить мешок, который спортсменам необходимо поднять максимальное количество раз. Лярха готовится для хамдат, близкий фокти, тяжелая атлетика охжус, тахт, дикий вахташ, дикий винус, лярха готовится для хамдат. Да, 35 раз, для первого раза мудат результат. Да, Андрей, хатуаши, дика результат я жду, иншаллах. На отдельной площадке развернулась нешуточная борьба в самом массовом виде спорта. Футбол, будь он на большом стадионе или на поле маленьких размеров, все равно собирает многих зрителей. Сегодня здесь показать свое умение собрались самые разные коллективы. 2 тайма должны выявить лучшего. Если в предыдущие годы было большое количество голов, то в этот раз команды играли более осторожно. Осознавая, что одна ошибка может стоить победы, в защите отрабатывали все. Каждая команда на ингушских играх сильна по-своему. Кто-то лучше играет в футбол, у кого-то получается поднятие и перенос тяжестей. Прогнозы в спорте лучше не делать, но хотя бы предположить можно, считают представители команд. Мы выставили на всех видах своих спортсменов, то есть 12 видов. В основном у нас акцент делается на аренспорт, перетягивание каната, футбол и на ходуле и поднятие тяжести. Остальных видов мы тоже планируем занять 2-е и 3-е места призовые. Что касается выступлений прошлогодних, как они складывались для ваших сборных? В прошлом году команда Малгобекского района заняла 1-е место, город Малгобек занял 2-е место. Сколько я помню, в предыдущих играх за 9 лет мы всегда занимали 1-е и 2-е места. Не прошло ни одного года, чтобы мы не занимали призовые места. Что касается важности проведения этого фестиваля, насколько он важен для развития спорта и культуры в нашем регионе? Такой фестиваль, конечно, важен, так как это популяризация поста различных видов. У нас в основном физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная школа развиваются виды, например, ударные виды, бокс, дзюдо, например. А такие виды, игровые, перетягивания каната, они необходимы для нашей республики, то есть для популяризации нашего спорта. Еще одна дисциплина, в которой ингушские спортсмены выступают стабильно на высоком уровне, это лазание по канату. У нас уже есть 7-кратный победитель Кавказских игр в этом виде спорта. Рекорды существуют для того, чтобы мотивировать спортсменов на новые свершения, но для этого нужно усердно тренироваться. На Кавказских играх полностью укладываюсь, поэтому там больше получается результат. 8-9 раз иногда. Тут 6-7 раз. Такой бывает результат за 3 минуты. Вот сегодня судья говорит, что не похоже было на тебя, что ты только 7 раз, 6,5 раз забрался. Почему так получилось? Может, тренировки не так усердно проводил? Да, правильно. Тренировки я практически не делал вообще с прошлого года, поэтому так мало получилось. Что касается, ты же не один выступаешь на Кавказских играх от нашей республики. Как они для вас складываются? Как думаешь, в этом году сложатся? В этом году тоже отлично будет. Каждый год мы выиграем с напарником.
На другой площадке участники уже подготовили свой спорт-инвентарь. Стрельба из лука – молодой и очень быстро набирающий популярность вид спорта в Ингушетии. На равнинной части Ингушетии секции открылись совсем недавно. А вот в Джейрасском районе стрельбой из лука занимаются давно. Есть на соревнованиях и те, кто участвует в первый раз. Для них это большой опыт. Я сам непосредственно не участвовал. Я первый раз участвую в этих играх. Волнуюсь сам страшно, так как, являясь тренером по стрельбе из лука, мне нужно показывать здесь хоть занять какое-то место. Формат соревнований очень простой. Это девушки начинают с 20 метров стрельбу из лука, мужчины начинают с 30 метров. Вам дается 3 выстрела, один результативный, вы проходите на следующий круг. И так, пока останется 3 участника, которые уйдут на самое далекое расстояние от мишени. И там уже разыгрывается по 1 метру попадания. Нужно попасть в вот эту квадратную мишень за нашей спиной, которую вы видите. В принципе, это несложно, но волнение и такой так называемый спортивный мандраж дает о себе знать в любом случае. Во-первых, мы позиционируем этот вид спорта как сунна пророка, саллаллаху алейхи, возрождение именно сунны пророка. И во вторую очередь, это наши корни, то есть мы должны отталкиваться от того, что этот лук был нашим адатом в плане соревнований и в плане владения оружием. Надо воспринимать в первую очередь как оружие, но мы детям говорим, что это оружие, да, действительно, чтобы это было безопасно в первую очередь. И для развития спортивной выносливости это самое то. То есть для координации, для детей с повышенным интересом к точному попаданию, я не знаю, или к снайперскому делу. То есть плюс еще идет подготовка к армии, к рядах вооруженных сил Российской Федерации. То есть здесь учитываются очень многие аспекты нашей жизни. Знаете, стрельба из лука является зоной умеренной физической нагрузки, но тем не менее здесь присутствуют свои такие подводные камни. Это, в принципе, конечно, надо в первую очередь обучить детей технике безопасности. Так как я сказал, что это в первую очередь даже маломощный лук, это является метательным оружием, мы детям объясняем в первую очередь основу безопасного поведения с этим луком. Во-вторых, это, конечно же, техника. Существует много техник, существует много луков, в первую очередь. Это спортивный лук, это охотничий лук, традиционный лук, так называемый азиатский. И каждому луку нужен свой подход. Мы детям показываем несколько луков, к примеру, я говорю именно про детей, потому как они и есть начинающие наши лучники. И ребенок уже в силу своего интереса выбирает себе лук, будь это или монгольский, к примеру, да, или спортивный лук. Ну и, конечно, постановка техники. Самое главное – это научить ребенка азам, первоначальным азам, стрельбы из лука, а дальше уже можно работать без проблем. Город Магас также представил свою команду на этих соревнованиях. Главное не победа, а участие. Этот принцип можно применить ко всем собравшимся на стадионе. Победе своего оппонента здесь будут радоваться как своей, однако соревновательный дух никто не отменял. Начала заниматься сравнительно недавно, будет всего месяца 3. Узнала о том, что открылась секция спорта именно по стрельбе из лука. И пошла сначала ради интереса, потом как-то втянулась. Расскажи нам подробнее, где ты живешь, где открылась эта секция, кто тебе о ней сказал, почему тебя это заинтересовало? Живу я сама из Малгобека. Секция открылась у нас при университете. Стрельба проходила возле башни нашей. И я узнала от подруг. Вот помнишь свои первые ощущения, как вообще тебе понравилось, не понравилось, сложно ли это? Понравилось, на самом деле, с самого начала, потому что, как будто бы сразу свое что-то. Да, сразу стало легко. А вот что тебе больше всего нравится, когда ты стреляешь, у тебя, не знаю, чувства вообще? Наверное, когда попадаю в мишень. Итоги соревнований в армспорте подвели одними из первых. Победителями стали спортсмены из города воинской славы. Абсолютно плюс 80, до 80, получше именно до 65. Поделка это с декахту, да, по первому отъезжахай, вахал отъезжахай, декусь тебе передал мла. Я армрестлингом заниматься благодаря табар и шугуды. Так вот регулярно хауш хашер, там вот изако хашер. Тренировок по-разному его. Каюрт верхние очки, фоки его тренировок
там Молдобек, Назрань, Кубах ходит. Во время соревнований спортсменов и зрителей развлекали культурной программой. Основную цель фестиваля обозначил автор идеи его проведения. В самом названии фестиваль, я его подразумевал как это понятие праздника, вот все. А дальше, вот, допустим, ингушские игры, кавказские игры, это говорится не о том, что мы проводим именно чемпионаты, а проводим это комплекс мероприятий, который отражает, в общем-то, этнокультуру народа. Он поднимает какие-то, дает возможность демонстрировать вот эти народные ценности, традиции. Понимаете, дело в том, что вот, допустим, если какой-то род занятий, если нет возможности демонстрировать что-то, то, конечно, вот это все утухает. Если, допустим, у нас популярно вот это взять, критикуют молодежь, вот на молодежь в основном идет давление, да? Я считаю, что вот современная молодежь, она намного лучше моего поколения. Я очень рад вот смотреть, ребята, у нас вообще вот это вот подростки взять, вот умницы. Мне очень приятно не смотреть, они лучше, чем были мы. Это надо признавать. И это хорошая база для того, чтобы работать. Но я вам еще скажу, что вот самая большая проблема какая? Если не обманывать, если говорить правду, эта молодежь готова на подвиги. Это мероприятие, которое я с удовольствием провожу, потому что основателями этих игр, ингушских игр, потом впоследствии уже фестиваля культуры и спорта народа Кавказа является наш земляк. То есть мы, Республика Ингушетия, инициаторами этих игр, мы его с гордостью проводим. Каждый год мы участвуем во всех фестивалях, становимся призерами, становились чемпионами этих игр. И подготовка сегодняшних спортсменов, конечно, дает результат и на главном фестивале. Я надеюсь, что наши ребята пойдут с таким энтузиазмом и будут достойно представлять нашу республику в сентябре месяце в городе Грозном. А в каких дисциплинах именно наша сборная выступает лучше всего на Кавказских играх? Мы знаем, что это точно ходьба на ходулях, ну и перечислите еще. Да, это как бы те виды спорта, которые мы ежегодно являемся победителями. Это ходьба на ходулях, лазание на каната, перенос тяжести, поднятие тяжести, кидание камней. Вот эти 5-6 видов мы постоянно находимся в лидерах. Есть, конечно, виды, которые у нас не культивируются, нет таких результатов у нас. Это бег, это стрельба из лука, но мы очень серьезно к этому сейчас отнеслись. У нас уже есть свои девушки и мальчики, которые уже мы создали секцию стрельбы из лука. Я надеюсь, что с этого года у нас в этом направлении проблем не будет. Одна из самых зрелищных дисциплин в ингушских играх – это перетягивание каната. Несмотря на то, что все проходит достаточно быстро, тем не менее зрители остаются очень довольными. В финал вышли команды из Малгобекского района и Назрановского. По 8 человек с той и другой стороны каната. По сигналу судьи спортсмены начинают. Фестиваль «Ингушские игры» завершился, и победители во всех номинациях были определены. Но это не значит, что теперь у спортсменов наступает перерыв. В Грозном в сентябре пройдет фестиваль уже окружного масштаба, а это значит, что нас ждет очередной праздник культуры и спорта.